Elvira Xatovich, xayrli kech, rahmat kelganingiz uchun. Hallaringiz nechika, kayflaringiz? Во-первых, татарский центр, ну это действительно нужно, как говорится, землячество объединяться, действительно, не потому что, а именно с одной основной целью, что содружество наше, оно и бы на нас самих будет всех обогащать. В любом случае, да, это наша родина, Москва, все понятно, столица, но все-таки вот это группируется, все нации особенно, это для собственного усиления, по крайней мере. В любом случае, мы не в Татарстане же, не в своей родной республике, а именно здесь, в Москве, федеральной столице, да, по крайней мере. И поэтому вот такие центры, я уже при полпредстве Татарстана, больше 20 лет тоже состою. Сейчас, да, в Москве? Да, в Москве, при полпредстве. И все вот эти события, конкретно нашей встречи, я с удовольствием везде иду, конечно, и меняюсь опытом. Опыт у меня прибольшой, как доктор, вот именно как профессор. И только в Склифосовском я проработал около 50 лет. Это, конечно, у нас осталось 5-6 ветеранов от таких и все. Но представляете, что такое в институте Склифосовского? Чтобы кандидатскую, докторскую защитить, это, конечно, по трое суток не выходили, по крайней мере. И могу похвастаться спокойненько, что я до сих пор дожил, что даже при моем возрасте, но у меня есть свои заслуги, действительно, именно по науке. Я разработал такие методы, как лечить, например, на месте происшествия вот эти тяжелые травмы, во время транспортировки, на догоспитальном этапе, где сильная кровопотеря, где больной почти что агонирующий, надо уметь спасать. Это, конечно, и раньше нас называли институт Склифосовского как прифронтовой госпиталь. В советское время, в мирное время, но это действительно все знают прекрасно, чем занимается Склифосовский. И вот я один из них, почти что 100 лет в прошлом году отмечали, 50 лет, почти что я вот составляю из этого состояния. И моя именно профессия заниматься политравмой, то есть самой тяжелой. В принципе, в России никто нигде вот так целенаправленно этим не занимается. И почему все-таки как бы научный сотрудник, я всю жизнь, ни одного дня я не был простым врачом, сразу после аспирантуры, младшим научным и до профессора. И я разработал методы свои, как лечить именно тяжелую патологию грудной клетки. Их же полно сейчас. Автоавария, рулевая колонка, панель как угодно, падение с высоты, с давления. И где накапливается кровь, легкие порвано. Мой метод я изобрел. 25 тысяч больных мы применили только в Склифосовском за эти годы. Метод мой запатентован в Америке. В прошлом году меня приглашали в Китай. И я выступал с докладом на конференции, большие овации схватил. Я им подарил, чтобы они делали этот метод. К сожалению, в нашей стране при всем этом 25 тысяч, но мы делали вручную сами. Все документы на массовое промышленное производство, к сожалению, до сих пор нет. Даже в родном Казани был трижды на заводе медтехники Татарстана, там Шакиров сидит, директор, я не знаю, сегодня он, не он там, под любым предлогом отказывали. Я говорю, он будет называться казанский метод. Ну да, делайте. Больше того, государство в Советском Союзе еще, учитывая экономический эффект этого устройства, мое имя присвоили. Устройство так называется. Устройство Шарипова для лечения вот этой тяжелой патологии. Вот почему. Это раз. И второе, конечно, вот этот центр, чем меня объединяет, я в двух словах скажу о Сабантуе. Да, очень интересно, как вы собираете. Я тоже книгу. считаю, что у великого народа есть свой, не зря говорят, где татарин, там Сабантуй, во-первых. А действительно национальный праздник, уж 5-6 веков проходит и все. Ежегодно Сабантуй – это венчание с природой, их 7 переводов там. Долго рассказывать, телега там, все что угодно, арба там. Но это последнее семя посаженное, и ждем урожая. И делаем праздник вот это. Это мощный национальный праздник, действительно. И там около 20-30 мероприятий, и начиная борьба Куреш. В двух словах поясню, если для вас это интересно. Да, очень интересно. Так обидно до сих пор, ни одна тысяча в Казани, в Башкирии, в других республиках. Борьба Кереш всегда считается на Сабантуе центральным таким мероприятием. Но никто не знает, почему Кереш. Есть карате, сумо, тайский всякий бокс, что угодно. Почему это стало такой национальной игрой, такой именно борьба на поясах? Сейчас она за эти годы обрела такие, что на поясах. Эти пояса, ведь эти девочки в деревнях целый год вязали узорами специально, чтобы ухватиться, кушак он называется.
А откуда, почему эта игра пришла, вернее, борьба вот эта показательная? Это в свое время из эпохи Чингисхана, который прошел 2 континента. Великий человек в мире, Чингисхан. Он объединил 2 континента. Сегодняшняя цивилизация обязана ему. Больше того, даже в таких территориях, что СССР, Россия, самая большая в мире, это благодаря ему. Он не позволил, он объединил эти народы не ради нас это делал, сам исторически так случилось и все. Почему вот сейчас в Хохляндии творится это безобразие? Киевская Русь тогда была первозданна. И когда Чингисхан заняли ведь Польшу, Румынию, Болгарию, все эти страны, они бы и Францию, и эти заняли. После один из Чингисханов умер, и все на Курултай вернулись в Монголию. Так они и не захватили эти страны тогда под Чингисханом. Но они вернулись сюда, именно вот здесь в Москве и осели. Вот почему стал центр экономическим Москва и для всего мира. А так этот центр считался Киевская Русь. Вот почему киевские хохлы ненавидят москалей. Вот только из-за этого, что центр перешел сюда, остался. И при всех достоинствах именно самого Чингисхана, вот это у него, эта борьба от него и пришла. Она имеет огромнейший смысл вот именно в той части, что, во-первых, он ни одного сражения не проиграл. Там столько о нем можно рассказывать, что ведь из-за него китайцы начали китайскую стену строить. Но он ее не стал переходить, он 200 километров обходил и входил туда, в этот китайскую. Все же покорены были. 2 континента. Это другой вопрос, ладно. Почему борьба на поясах? Вот именно. Монгольские лошади выносливые были. Конницы, это же армии целых государств, по крайней мере. И он так обучал, во-первых, лошадь для монголов тогда была святая. Попробуй ее ударить там, например. Там много можно рассказывать. По этой Сибири, когда они шли, завоевывали, по крайней мере, походы, ведь это десятки тысяч километров. Не хватало пищи, жидкости, они лошади кровь пили. Знали, что это восстановится. Вот где донорство уже получается, по крайней мере. То есть это одна из деталей, но которая подчеркивает его гениальность. Причем ведь Чингисхана до сих пор его кладбища нету. Его могилы никто не нашел. С космоса везде снимали. Есть теория очень интересная. До сих пор считается, что где-то с отрядом ехал, когда возвращался в Монголию Чингисхан со своим отрядом, он заболел. От пневмонии, кстати. От легочной патологии он умер. И он так настроил свое окружение, что его хоронили. Он знал прекрасно, что он много натворил в этом мире, ради великой цивилизации, как угодно. И он, что там его окружение остановили где-то горную реку, перекрыли, пустили по стороне, вода истекает, в ней, где дно этой реки, выкопали глубокую яму, там его захоронили и снова восстановили поток этой жидкости, русла этой реки. Если такая теория, я почему-то в нее верю. Ну, конечно, он сам знал и уже при жизни вот так заказал себя похоронить. До сих пор ведь, еще раз говорю, никто не может. Ни китайцы, ни японцы искали спутника, где угодно его захоронение. Нет ничего, конечно. А почему вот эта борьба, возвращаясь к этой, значит, конницы, когда тогда же в основном конницы были, мощной цивилизации, вот эти самаркандские, вот эти всякие. Он же всех завоевал, Кавказ весь завоевал, по крайней мере. Ну, я же говорю, Болгарию, Румынию все завоевал, по крайней мере. И вот эти лошади монгольские, невысокие, они, во-первых, но очень выносливые. Их до сих пор как ценная лошадь считается. И он так научил уже с детства, с 5 лет детей этому учили борьбе кэреш. А как получилось? Конница противника, там 1000 конницы, наступает на монгольскую. И монгольские сначала, раньше шашки всякие были, да, уметь отвернуться, по крайней мере, они врезались в конницу противника и вплотную вторгались, и за пояс хватали его, и лошадь свою ударяли, она делала рывок, и они из седла вытаскивали этого противника и бросали на землю. Все, воин без лошади, никто его как можно убить, рубить, как говорится, что угодно. Вот откуда пошло. Но чтобы этому научиться грамотно, вовремя въехать в его эту среду, тысячи же, это ж надо представить чуть-чуть, что там тогда коней у людей вот именно, ухватить, рвануть его оттуда из седла. Вот почему эта борьба кэреш, с 5 лет этому учили. Именно это же не просто борьба, а именно перекинуть через себя. Сейчас, конечно, нарушают все правила, и казанские борцы кэреш, там и все прочее. Но сам символ, вот, в частности, сабантуй, он привнесен. Вот насколько имеет смысл.
Вот это борьба Куреш. А так с веками она так обросла красиво, красивые девочки. Книга Сабантуй нами написана, первый том, сейчас мы второй пишем. Призываю, пожалуйста, помощников, ваши имена, фамилии, фотографии будут включены. Призываем единомышленников Эльвиру Асхатовичу. Он просит помощи. И не столько помощи, соучастия. И Да. вот эти книги, где вот это все мы описано. Ведь даже на этом Сабантуе 30 мероприятий, не меньше. Там, начиная с мешками бегают на перегонки, да, большим жестом сбивают горшок разбить завязанными руками. Все настолько смысл имеет. Откуда это? С чего они это? Никто об этом, в принципе, даже не знает. А ведь это степные народы. И раньше для них, у них же не было стрелкового оружия. А в степи, в тростниках где-то, да, тот же зайчик, тушканчик бежит и все. Это палкой попасть и убить его, по крайней мере. Вот это тебе продукт питания, получается, в свое время. Вот откуда даже это пришло. Теперь по бревну двигаются, да, качающемуся бревну, к концу привязывают барана. Если ты дойдешь, барана получишь все, а баран видит, что ты идешь, шатаешься, еще сильнее рвет туда и все. Зачем, казалось бы, да, по наклонной бревну? Знаете, это видели, да? Я видела, конечно. Так опять же, это степные народы, там же влаги, жидкости нету, пить нечего. Эти колодцы выкапывали. А колодцы это журавль называется. Помните, с ведром оттуда добрать. Вот это бревно, это и есть символ этого журавля. То есть вот и это внесено сюда. И все вот эти все. Почему яйцо с ложкой бегают и все? Ну, они же тогда уже понимали, что яйцо это же продукт питания, и из него выйдет птица, там, любовно, да. То есть это продукт питания, по крайней мере. Почему в Катык туда заходит? Это продукт питания, опять же, туда. Вот это ценно. А почему я про этот журавль опять вспомню? Вот ты дойдешь, например, до конца, там приз сейчас получает. А раньше, значит, ты воду получишь. Ты напьешься, значит, вот насколько. И все 30 мероприятий, все вот так обоснованы. Мы, к сожалению, этого никто не знаем. Вот в этой книге Сабантуй мы и описали все это. Это все научно. Я ночами сидел, писал, искал, столько литературы перелопатил, что называется. Теперь второй том я призываю вот именно. Он будет, весь материал уже готовый. И к следующему мероприятиям Сабантуя на следующий год с удовольствием я должен приготовить. Весь материал есть уже. И почему именно в этой части на Сабантуе ведь столько красивых мусульманок ходит. И эта книга, второй том, будет называться «Красота и сила Майдана». Это настолько звучно, что красота, вот именно описать мусульманскую красоту, их кроткость, это чистоту, это преданность женщины, это любовь к детям, то есть вот о чем идет речь, это описать нужно. И это я сделаю, если дай Бог, как говорится, доживу. И второй том именно сила. Сила именно в борьбе Куреш. Я когда столько видел, наблюдал, молодые ребята, там сотня его сторонников, его, там борьба идет, там, он весь напряжением. Это, как я еще назвал, коллайдер. В окружении, по крайней мере, и два элемента такие, это два борца, по крайней мере. Я видел, когда они все, бой останавливают, выскакивают, он передохнуть там, дыхание у него. Мне, как доктору, это легче описать. Я всю остроту бы как раз описал бы, я это и пишу сейчас как раз. Именно он видит, для него сотни тысяч человек переживает. С другой стороны, за второго переживают. Они чуть ли не дерутся, там вскакивают, там неправильное оправдание или чего. А он выскакивает, у него осаднение на грудной клетке. Он тяжело дышит, уже задыхается, бедный, сердцебиение, в мозгу кровь не прибывает, он чуть ли не падает уже, но он должен победить. Там любимая девушка стоит, смотрит, и все, родители смотрят, и он снова бросается, и снова так. Вот она сила где, вот о чем нужно говорить как раз. И это все принадлежит именно тюрко-татарскому народу. Почему бы нет, и все так что... В наше время, век технологий, очень важно сохранить культуру татарскую, чтобы мы могли оставить своим детям этот дух, эту глубокую философию, всю мощь, всю силу нашего рода. Я призываю всех единомышленников воссоединиться и выпустить эту прекрасную книгу вместе. Потому что действительно тюрко-татарский народ, он столько испытал на себе, по идее. Ведь по всей стране России, ведь и пензенских, каких-то только нет, татар казанских, астраханских, крымских, крымские немножко другие. Не об этом. В татаро-монгольском иго, их же всего 10% было татар.
Все остальные другие народы там были, в войсках я имею в виду. Но их ум, интеллект, они как раз входили в элиту там, по крайней мере. Так вот это надо и поддержать. Народ действительно талантлив. Просто мобилизовать надо грамотно и продвигаться вперед, действительно. Жизнь есть жизнь. Нынче тем более идет мир, технотизируется мир, по крайней мере. Здесь нужен, конечно, проявлять интеллект. И главное, что порядочность, по крайней мере. Вот я говорю, достоинство татарского народа. Вот почему, опять же, возвращаясь к этой книге, красота. Это женская красота, но красота к любви к своим детям, во-первых. Это такая преданность, не рекламируют, не показывают ничего, но преданные до последней капли отдадут свою жизнь, по крайней мере. То есть настолько это ее преданность, сила этого татарских женщин, по крайней мере, мам такая. А там кухня, все остальное обычай, это, конечно, великого народа, так что это надо, да. Эльвир Асхатович, также хочется услышать пожелания клубу Гиппократов. Я чуть-чуть вот с вами успела до этого поговорить. Вот у вас тоже есть особые пожелания, может, тоже озвучите? Да это было ради. Я же говорю, я здесь давно уже в этом и в татарском полпрессе, я много лет, 20 лет уже. Конечно, по первому звонку я иду на все встречи, конечно. Сегодня очень мощно, что вот так гиппократовцы собрались, много медиков. Но вот это ими надо проводить, вот именно. Во-первых, ну что значит профессия врача? Я не потому, что какой-то именно максималист или еще что-то. Но это правда самая святая. Даже батюшка Мулла не столько святой, как именно врач. Ведь правда стоит на его вопросах о жизни. Жизнь. Я не возражаю там, да, плохо, там, допустим, материальная зарплата и так далее, трудности, сложности, но надо преодолеть. И если себя посвятил, по крайней мере, ну, когда каждую жизнь надо биться, действительно. И, конечно, врачам создавать условия, особые условия их создавать. Сейчас, к сожалению, все очень не то. Все, мягко говоря, если уж что плохо, к сожалению. А вот так вот именно собирать почаще их. И вот не то, что сейчас мы собрались и опять на следующий месяц повторно бы собраться, мы уже знаем друг друга, уже смелее бы подошли. За это время как-то пообщались. То есть намного чаще. Я не возражаю, что вот или концерты хорошо, пожалуйста, попеть, там медийное пространство будет, военные офицеры. Это все прекрасно. Но медицина, врач, это, по-моему, все. Я рад, что я всю эту жизнь прожил, несмотря на то, что я в ссылке родился и учился в интернатах, общагах, все это пережил. Но единственная мысль была, да, быть хирургом. И я горжусь, что, да, я считаю, что все-таки я прожил достойно 50 лет только в Склифосовском, мягко говоря. И поэтому этому клубу я обязательно читаю процветание. Я, конечно, на выходе Рустяму скажу, что почаще собирал именно медицинскую среду. Именно есть конкретно уже, и не столько официозно, а просто вот так маленькими кругами, да, сидеть, именно обговорить. Много здесь, да, лечащие доктора, многие есть парамедики своего рода, но в любом случае это интерес проявляется. И везде проводить эту мысль. Мы за жизнь бьемся, но что ценнее может быть? А сейчас мне так грустно видеть, сколько молодых, неоправданных смертей. Даже в двух словах абсолютно я не запугаю пока, это чисто медицинская часть, по крайней мере. Вот сейчас всех, кто погибли от травмы у нас в России, только 17%, ну давайте, из 100 человек, 17, из 100 умерших, 17 несовместимые с жизнью травма умерли. А остальные по вине врачей. Там 100 причин мы найдем. Нет врача, нет лекарства, позднее поступление, он был пьяный, у него сопутствующая патология и так далее, и так далее, и так далее. Что угодно для оправдания. А когда начинаешь разбираться, я серый кардинал при Генпрокуратуре как эксперт. Много лет уже. Я помощник депутата Госдумы. И когда вот эти 2-3 года длятся судебные процессы, по вине врача умер, то я это и разбираю, и вижу. Совершенно глупо больной умирает по вине врача. Да, его оправдывают, да, находятся, 100 причин найдут, но оправдают. Но я же говорю, это же страшная цифра. Из 100 умерших только 15, ну пусть 20, несовместимые с жизнью травмы, если ничего не сделаешь. Остальные это по вине врачей. Вот о чем идет. И сейчас подготовка кадров, это вообще жутко. Даже не буду говорить. Я их 1000 воспитал ординаторов, это после института. Сейчас последние годы приходят ординаторы, нулевые вообще, они учились, не учились даже. На этих компьютерах бедных они загрязли там. А они даже больного принимают, ну, как продукт какой-то там на производстве делать, токарь какие-то станки, ну, сломался деталь, выкинул,
Вот так и они к ним относятся. Там нет человеческого понимания, вот о чем. Конечно, во врачевании там, вот я говорю, почаще бы вот эти собирались, когда можно вот так спокойненько поговорить. Не эти песни горланить, ну что, мы не слушали эти песни, что ли? А именно поговорить, где прочувствовать именно, где душа как раз видно на грани, что вот он, надо, конечно, мозги, надо уметь видеть, что вот он, да, уже не выдержит, вот он сейчас погибает. Все вложить туда, все. Уже заранее предвидеть многие вещи, ну, это, конечно, от профессионализма зависит, конечно, много. Так что говорить мы очень много можем, еще раз говорю, целую серию можно весь день, но Да, Эльвир Асхатович, очень много было сказано, но все же хочется услышать, почему вы пришли к этой прекрасной профессии. в двух словах абсолютно я говорю, мы в Сибири родились, в ссылке, и где только нас не кидали, бедных родителей моих. И я помню, у меня мама, бабушка особенно нас любили, но они чувствовали, что по их вине же мы страдаем. Я же с 5 класса уже в интернатах, сам себе суп варил, 10-летний. Ну, для 30 километров родители нас отобирали. И мы должны были жить, по крайней мере, естественно. Но там долго рассказывать. И когда я помню, что любимая бабушка, ну, понятно, она в своем возрасте уже была, и у нее плохо, она себя чувствует, высокое давление. Я, мальчишка, 10-11-летний, бежал на конец другого поселка, там ночью, не ночью, там фельдшер давала таблеточки от давления. Она знала, чем старухи страдают. Фельдшер просто, обычно фельдшер был. И я дрожащими руками бежал к бабушке, к сердцу приложив эти таблетки, чтобы она действительно тоже принимала, да, ей полегче становилось. И вот тут я понял, как важно. Вот оно. Чуть-чуть лекарства, пожалуйста, и все. Вот там я и понял, что еще будучи в ссылке, как бы там ни было, особенно мама у нас была, они же очень пострадали ни за что. Маме 14 лет было, когда в Сибирь в ссылку попала. А папа у меня тоже, он уже в другой части Казани. В Сибири они встретились. У него отец мулла был. У него 3 мечети было. Это под Казанью они. И его НКВДшные татары прямо в мечети расстреляли. Он сопротивление оказал, очевидно, и все. Я недавно на этих местах был, там, по крайней мере. Дед был купец. Из Москвы, Казани, обозы туда-сюда. И что, купцы, они восстановили мир, продвижение цивилизации было. А вот НКВДшные коммунисты вот так распорядились их жизни. Там 14 лет. Я говорю, мама, и им до конца жизни, она так больше в Татарстане не была, она плакала и так хотела на родную землю попасть. Безвыездный, запрещено было. Вот так НКВДсты. Сейчас, конечно, да, реабилитировали, репрессированы, все, пожалуйста, все. И вот я тогда помнил, что как бы нам тяжело, мама всем нам дала высшее образование, во-первых. Из этого поселка сейчас, вот где последнее мое уже как бы взросление, у меня много раз по телевизору. Я у Малахова выступаю экспертом уже много лет, по крайней мере. И там они все видят, по крайней мере. Они так за меня гордятся, во-первых, здесь, в Москве. А это уже там Средний Урал, там, по крайней мере, далеко в районе. И именно мама тогда вот эти все испытания, интернаты, бараки, общаги, там, коммуналки, там, вот все пришлось испытать, за что. Но мама всегда татарским словом «Ильбир сабурбу». Терпи, типа, терпи, терпи. Вот до сих пор помню, своих детей также говорят, потерпи, перенесешь, ничего страшного. Не надо в истерику, в крайности впадать. Все, цель поставил, все. А я вот прямо с 10 лет где-то понял, вот как можно спасать же. Любимую бабушку я принес таблетки ей, по крайней мере. И вот тогда вот так и зародилось быть врачом. И вот честно скажу, не потому, что на эфир или куда-то там, 50 лет, чтобы в моем положении, с моим нравом, с моим непростым характером, но меня жизнь так заставила. Меня не могут ни уволить, ни уволить, у меня нет грехов. По моей вине не пострадал ни один больной. За 50 лет у меня нет ни одной жалобы ни от сотрудников, ни от больных, ни от родственников, никого. Я святой, и все время победу мамина. Держи себя в руках, именно терпи, сынок, и это держи. Я же в 2 словах опять скажу, гимн России мне принадлежит, представляете, я вам рассказывал. Я старика Михалкова спас. 3 суток сидел в его постели. Он с тяжелой травмой груди поступил к нам. Он уже без сознания был, уже все. Я сидел, я его после меня, когда его вылечил, мы стали большими друзьями. Гимн России он написал, так что гимн России частично мне принадлежит. Если бы не я, не потому что я здесь никогда не позволяю хвастаться. И таких у меня 30 человек минимум набирается. Начиная Юрий Никулин, там, Олег Ефремов, Касаткина, Ангелина Вов, Ташковы там, и так далее, так далее. Умники ведет, сейчас этот забыл фамилию. То есть вот я к чему говорю. И плюс
3 батюшек я спасал, там, конечно, много бомжей я спасал, простых людей, но за 50 лет, поверьте, кто только у меня не прошел. Да, и Хазанов, и этот. Но это не важно, в любом случае, все люди.